Штрафы Роскомнадзора, технологическая выставка в Шанхае и ожидание реальность от якутской мобильной игры. Вы смотрите программу о технологиях, инновациях и том, что изменит нашу жизнь в обозримом будущем. Это новости IT, и мы начинаем. Роскомнадзор в ожидании закона, который позволит не только блокировать непослушные сайты. Уже много времени прошло с тех пор, как ведомство потребовало от 10 VPN-сервисов подключиться к федеральной информационной системе и фильтровать сайты по черному списку. У тех было на раздумье 30 дней. Согласилась подчиниться только одна – лаборатория Касперского. Остальные ответили отказом, а некоторые не ответили вовсе. По закону Роскомнадзор имел право заблокировать несогласных, но ведомство не торопилось этого делать. И вот на днях его руководитель Александр Жаров обмолвился, что служба ждет закона, который между неподчинением и блокировкой прокладывает целые мостовые штрафов. Цитата: «У нас есть право блокировать VPN-сервисы, которые не исполняют закон, но нет обязательства делать это в какой-то определенный срок. Если Госдума примет проект, у ведомства очень скоро появится более эффективный инструмент давления на компании, чем угрозы блокировок». Для тех, кто не в курсе, поясню. В России существует целый перечень сайтов, которые запрещены для посещения и заблокированы по разным причинам. А есть сервис VPN. Если вкратце, то нажав всего на одну кнопку, браузер думает, что вы заходите на сайт не из России, а, к примеру, со Швейцарии или Зимбабве. Не уверен, правда, что там есть доступный интернет, но все же. В общем говоря, с любой страны, где вход на сайт разрешен. Как сами понимаете, такое положение вещей госорганы не устраивает, с чем они и пытаются бороться. Также, со слов Жарова, оказалось, что Роскомнадзор недоволен Google. В конце зимы ведомство и американская компания Добра договорились, что корпорация будет просматривать блокировочный реестр вручную, не подключаясь к федеральной системе. Такое своего рода небольшое исключение. И вроде все уладили, ведомство даже отчиталось, что Google фильтрует 80% списка, однако в мае этот показатель упал до 67,5%. И теперь руководитель Роскомнадзора пригрозил корпорации штрафом в 700 тысяч рублей, если процент снова не поднимется. Но Google в ответ только удивились, и угрозе, и штрафом сказали, что у них ничего не поменялось. И теперь остается только гадать, реальные это были цифры или статистика вновь дала сбой. Но на этом сюрпризы федеральной повестки не закончились. Военный инновационный технополюс «Эра» представил на форуме «Армия-2019» беспилотник-разведчик, выполненный в виде большой совы. Робот-птица может автономно находиться в воздухе до 40 минут и пролетать до 20 километров. Также аппарат способен распознавать различные наземные цели. Заявлено, что беспилотник отличается сниженной заметностью и малым весом, всего 5 килограммов, что позволяет свободно переносить ее и запускать силами одного человека. Аппарат предназначен для высокоточного определения координат разведывательных наземных объектов с использованием лазерного целеуказателя и навигации системы ГЛОНАСС. И стало бы это обычной, малоинтересной для широкого пользователя новостью, если бы не одно «но». Увидев изображение чудо-птицы, умельцы сразу же расчехлили свои фотошопы, и одна за другой стали появляться картинки, где ее делали героем известных зарубежных фильмов и сериалов. Самыми популярными, конечно, оказались картинки с Гарри Поттером, но было и немало других неожиданных решений. Также представители компании «Эра» на презентации рассказали, что разработали и другой беспилотник в виде сокола. Его отличительной особенностью стала возможность имитировать крик птицы с помощью встроенного динамика. Российские технологии, что тут еще сказать. Двигаемся дальше. Не успела весной отгреметь выставка МВЦ в Барселоне, как в Поднебесной на этой неделе устроили свой показ технологий. Как правило, в отличие от своего европейского аналога, китайская выставка не представляла из себя ничего интересного, но не в этот раз. А отличился концерн BBK со своими брендами Oppo и Vivo, а также всеми любимая Xiaomi. Многие, наверное, были удивлены, услышав название давно забытой аббревиатуры BBK. У каждого из нас был как минимум DVD-плеер этой фирмы. Ну так вот, сейчас, возможно, удивлю. Концерн не только не ушел с рынка. Если суммировать годовую выручку от всех суббрендов Vivo, Oppo, OnePlus, да-да, убийца флагманов тоже их детище, то на втором месте по прибыли с продаж смартфонов после Apple окажется вовсе не Samsung, а именно BBK.
Но вернемся к выставке. Их уже вышеупомянутая компания Vivo представила быструю зарядку, которая заряжает телефон до 100%, внимание, за 13 минут. Название ей дали Super Flash Charge, а мощность составила 120 Вт. По информации производителя, аккумулятор емкостью 4000 мАч удастся зарядить на 50% всего за 5 минут. Для полной зарядки батареи понадобится 13. Главной проблемой, которая объединяет все разработки в этой сфере, является большое количество тепла, вырабатываемого в процессе зарядки. Но несмотря на это, заявленная Vivo мощность значительно превосходит доступные на сегодняшний день технологии быстрой зарядки на рынке, в том числе и Supercharge Turbo, которая анонсировала Xiaomi. А вот где эти две компании идут нога в ногу, так это в селфи-камерах. На своих стендах они одновременно представили линзу, скрытую в экран. Больше никаких монобровей, капель, выезжающих камер. Теперь полностью литой смартфон и экран, который покрывает абсолютно всю площадь. Но как и в случае с быстрой зарядкой, есть один нюанс. Качество снимков в камерах зависит от количества попадаемого в нее света. А так как линза находится под стеклом, то и света в нее заходит меньше, а следовательно и качество выдаваемого изображения на порядок хуже. Снимки получаются слегка замыленными. Удивительно, как за последние несколько лет сменилась парадигма в сегменте техники. Если раньше ребята из Поднебесной только повторяли за своими западными коллегами, то теперь именно они задают направление рынка, а их американские и южнокорейские конкуренты только смотрят, заимствуют и занимают позицию догоняющего. Друзья, пока на улице лето, мы решили выбраться из нашей душной студии, немножко сменить интерьер, и пришло время познакомиться с еще одним разработчиком. Это Ариан Попов. Знакомьтесь, он сегодня расскажет о своем проекте. Ариан, привет. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что из себя представляет твой проект, как вообще возникла идея его появления? И... Ну да, изначально мы назывались LoyMS, это автомессенджер лояльности, как бы автоответчик, получается, в социальных сетях. Работает он в основном, когда компании подключают его к своим соцсетям, это чат-бот. И когда пользователи им пишут, ну, допустим, там, увидели рекламу компании, и сейчас идет тенденция к тому, что пользователи начинают писать в директ Инстаграма, в WhatsApp, ну, в личные сообщения фирме. Мы сделали такого робота, который общается с клиентами, принимает заказы, вопросы, отзывы там какие-то, вот, и распределяет его по отделам. То есть, если говорить простым языком, в любой соцсети открывается чат, ты пишешь в этот чат там «Здравствуйте», они тебе предлагают какие-то варианты ответа, что заказать, что не заказать, ты выбираешь, так дальше происходит диалог с этим чат-ботом, и потом еще и можно отзыв оставить об этой компании. Да, вы пишете, допустим, «Здравствуйте», и сразу же автоматом приходит сообщение «Здравствуйте, я робот такой-то компании, вы можете там 1 сделать заказ, там 2 оставить отзыв, там 3 написать жалобу, там 4 узнать режим работы и там адреса компании». А за время его работы как он показал себя на практике? И в каких сферах больше всего применимы такие боты? Ну, нашими первыми клиентами были службы доставки еды, рестораны, потому что у них там оборачиваемость больше, и они максимально стараются присутствовать в соцсетях. Вот, и у них оборачиваемость очень... Ну вот, допустим, наш первый клиент Окинава, они за там 4 месяца только через бота заработали там порядка 500 тысяч. Это где-то отрабатывали от 2 до 10 заказов в день. Вот, иногда больше бывало. Еще у нас клиент есть в Новосибирске, он это поставил на поток именно там работа с отзывами. Он говорит, и вот он прямо радуется тоже, ну, очень сильно, ему там все очень нравится, потому что он очень сильно повысил именно сервис, качество еды, лояльность своих клиентов. Ну и, наверное, экономия на сотрудниках идет. Не нужно отдельного человека садить на телефон, чтобы он контролировал всю эту ситуацию, еще и отзывы потом собирал. Это идет экономия сотрудников, экономия времени и даже, скажем так, повышение эффективности одного сотрудника. Честно признаться, я вот на практике последнее время сталкиваюсь не то чтобы часто, но все равно есть случаи, когда компании вот используют такую технологию, там службы доставки даже не еды, а просто товаров. Как обстоят дела с рынком конкуренции, как вы на нем себя чувствуете? Конкуренция как таковая, она появляется, вот, но, слава богу, мы успели зайти в этот поезд, и на сегодняшний день сейчас будем просто захватывать свои рынки, ну, как бы там сейчас все бодаются, все
толкаются и пытаются урвать свой кусок. да, пытаются урвать и зафиксировать свой кусок. Вот, там. Но более чем уверен, что через год, через два места там уже не будет. А вот ты говоришь, последнее время, только последние 2-3 года эта технология развивается. 2-3 года это развивается она у нас или в общемировой практике? Все-таки, мне кажется, за рубежом, наверное, она появилась и начала развиваться раньше. Ну вот я тоже так думал. Мы же здесь попали в акселераторы, нам все говорят, давайте идите за границу, там, да, ну, так, захватывайте мир. А я понимал, что мы ментально были не готовы к этому. Ну, какая за граница? Там, мы в какой-то там в отсталой типа России, где-то там вообще в Якутии живем, да. И я позвонил, начал спрашивать, и они говорят, у них такого ничего нет. Вообще, они, вот, допустим, Европа, они там до сих пор читают газеты, как таковых мессенджеров они, там, я бы не сказал, что сильно используют, а они как мессенджеры используют e-mail. Они все сидят на e-mail. Газеты, телевизор, вот, что там еще? Обычная почта. У них там, по-моему, даже они до сих пор отсылают телеграм. Я бы сказал, что, наверное, все-таки Европа немножко в этом смысле, в смысле IT, более отсталая, чем Россия или Якутия. Консервативная. Ну, на удивление это так. И для меня это был шок, для самого это был шок. Мы привязываемся и к WhatsApp, и к директу Инстаграма, к Фейсбуку, к ВКонтактам, Телеграму, ну, почти всем социальным сетям, Вайбер и ко всем мессенджерам. Сейчас вот изучаем, в Корее есть Какао, в основном все пользуются, в Китае, естественно, WeChat, вот, в Америке, да, там WhatsApp, а вот в Европе, видимо, нам надо как-то будет еще прикрутить e-mail, потому что они-то все на e-mail сидят. Вот. Ну и тогда мы сможем... Ну, главное, чтобы письма совами не отправлять. Да. То есть можно сделать вывод, что в принципе неважно, где ты живешь, в век интернета, абсолютно в любой деревне, в любом поселке, если у тебя есть хорошая идея, она зайдет всему миру. Да, и даже иногда говорят, намного лучше, точнее, легче и хорошая идея может зайти на весь мир, чем в каком-то отдельно маленьком там городе или регионе. И в завершении выпуска поговорим об играх, а если точнее, юкагирских играх. Под таким названием на днях в Play Market для Android вышло приложение. Разработчиками выступили исторический факультет СФУ и IT-студия Siberia. Сейчас повсеместно проходят разного рода программы в поддержку народов Севера, и вот это одна из них. О самой игре. Как вы видите на экране, графика не пытается быть похожей на реалистичную, интерфейс довольно прост, в общем, классическая казуалочка. Самое главное, она позволяет получить визуальное представление о народных юкагирских играх, которые на сегодня практически забыты. Если кто не в курсе, юкагиры – это народ, относящийся к древнейшему коренному народу северо-восточной Сибири. Сейчас они в значительной степени ассимилированы с другим населением региона, а юкагирский язык и вовсе находится на грани исчезновения. И вот ребята решили повысить интерес к этому вопросу современным подходом. С помощью приложения можно сыграть в оленьи гонки, посоревноваться в прыжках через нарты, в стрельбе из лука по мухам. И это лишь некоторые из забав. Всего представлено 10 разных видов. Игры представляют собой аркады, то есть при нажатии на специальную кнопку можно прочитать небольшую историческую справку о каждой из них. Вся информация представлена на 3 языках, а именно русском, английском и юкагирском. Звучит здорово, не правда ли? Узнав эту информацию, мы в нашей редакции тут же скачали ее и вынуждены констатировать, что пока все гладко только на бумаге. Во-первых, одна и та же мелодия, которая идет не плавно по кругу, а прерывается и начинается заново при выборе пунктов меню. Вроде бы мелочь, но от игры отвлекает довольно сильно. Второй уже серьезней. Геймплей больше демонстрационный, нежели тот, в который захочется играть. Возникает ощущение, что в приложении на первом месте стоит тот самый рассказ об играх, который вызывается контекстным меню, а игровой процесс просто демонстрация того, как это выглядело. Разработчики говорят, что приложение планируется доработать и совершенствовать, но тут, наверное, больше подойдет слово «переработать» игру, нежели просто ее допилить. Сама идея, конечно, неплохая, заиметь в копилку еще одну приложеньку для свободных 5 минут, в которой можно и развлечься, и узнать для себя что-то новое. Не самое плохое времяпрепровождение, но вы все видели своими глазами, поэтому решать вам, скачать сейчас и по большей части углубиться в чтение, или же подождать, пока это станет игрой, а не текстом с ее элементами. Ну а на сегодня все. Повтор программы вы найдете на YouTube-канале Якутия-24. Не забывайте оставлять свои комментарии. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.